Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие и любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Вам письмо, письмо от судьбы. Давайте посмотрим, что в этом письме. Вы, конечно, все разные, но если это видео попадется вам в ленте рекомендаций, поверьте, это письмо адресовано именно вам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Какая тут драка. Мои хорошие, вы, конечно, все разные. Меня смотрят и мужчины, и женщины, разных возрастов, разных профессий. Но в этом письме написано, что вам нельзя опускать руки, что вам нужно бороться. Бороться, ведь у вас очень много сил. И вам прям на роду написано бороться и побеждать. Ничего не достается даром, ничего не достается вам за красивые глаза. Не дарят, не с неба сбрасывают, а именно борьбой вы получаете, вы прокладываете свой путь, и вы обретаете то, кем вы должны стать. Вам нужно бороться, нельзя отступать, нельзя сдаваться, нельзя прятаться, нельзя закрываться. Вы как будто бы сами еще себя до конца не знаете, вы не понимаете, на что вы способны. То, что вы знаете, это мелочи, это детские игрушки по сравнению с тем, кем вы являетесь на самом деле. Возможно, вам это видео попалось в самую трудную минуту вашей жизни, когда силы закончились, когда желания закончились, когда вы считаете, что вы проиграли эту жизнь. Но на самом деле это не про вас. У вас судьба победителя, победительницы. Поэтому вдохните поглубже, выдохните и идите дальше в бой. Да, ваш путь сложный, но это путь победителя. Вы можете обрести все, что захотите, все, что пожелаете, все, что в глаз упадет. Поверьте, есть такая сила у вас. И еще очень важный момент, с кем бы вы ни дрались, с кем бы вы ни соревновались, не конкурировали, кто бы ни стоял между вами и вашей целью, сколько бы людей ни стояло между вами и вашей целью, поверьте, это не важно. С той силой, с той энергией, которая дана вам от рождения, вы любую преграду снесете. Вы любое количество людей просто вот на ногах вынесете. Поверьте, ваш путь непростой, но он и самый лучший. Он самый яркий. Он больше всего вам даст в жизни. Да, я вижу, что кто-то из вас уже потратил значительное время, будучи на поводу своих страхов, сомнений, переживаний. Но чем скорее вы поймете, что вы борец, что вы воин, тем скорее вы получите все то, о чем просите, мечтаете, и то, в чем нуждаетесь. Но нет такого, что для вас будут подстилать соломку. Нет такого, что вам будут из ложечки давать, да, либо с рога изобилия там, ману небесную сыпать. Это не про вас и не про вашу судьбу. У вас судьба бороться и побеждать, брать лучшее, лучшее для себя, для своих детей, для тех, кого вы любите. Боритесь. Видите, вы хоть и маленький человечек, но вы таких огромных великанов завалили. И на них просто вот танцуете, ходите. Бороться и побеждать, не сдаваться, не отступать. Ни в коем случае. Иначе проиграете самую главную битву, да, и не получите самую главную награду в своей жизни. Дальше здесь у нас кораблик, парус. И кораблик плывет по направлению влево. Подкова. Дорога куда-то поехать, либо переезд станет самым удачным решением в вашей жизни. Либо именно куда-то поехав, да, вы обретете и везение, и удачу, и какие-то прям замечательные эмоции вы можете обрести. У кого-то из вас идет элемент спонтанности, да, когда ни с того ни с сего, да, вот нужно куда-то ехать, либо нужно переезжать. В этом нет ничего плохого. Наоборот, это какой-то прорывной момент, несущий вас в удачу, да, заряженный удачей для вас.
Поэтому не сопротивляйтесь. Наоборот, примите с благодарностью и поезжайте. Все будет хорошо. Либо переезжайте, все будет лучше, не придумаешь. Дальше, с левой стороны. Судьба пишет вам о людях, которые вас пьют и едят. Слишком много пиявок, слишком много паразитов. И даже самые добрые, хорошие люди в вашем окружении тоже с вас тянут. Тянут вашу энергетику, тянут ваши силы, эмоции тянут. Кто-то приходит, жалуется, слезы льет вам в плечо. Кто-то приходит, скандалит, ругается, что-то там требует. Но эти люди, они вампиры, они пиявки, они паразиты. Вам нужно сделать себе броню, эмоциональную броню, потому что у вас именно вот в эмоциях и есть слабое место. Вас очень легко там, например, обидеть, либо разозлить, либо разжалобить очень легко. Это ваше слабое, уязвимое место. Чем скорее вы это поймете, тем лучше будете себя чувствовать, тем больше сил вам будет оставаться. Будете энергетически более здоровым человеком. А если энергетический человек здоров, то он и физически здоров. То есть когда у вас иммунитет такой хлипкий, да, когда у вас постоянные то простуды, то какие-то постоянные болячки вылазят, да, вот как будто бы липнет к вам. На самом деле все это из-за вот этих пиявок, из-за паразитов. Вы настолько ослаблены, что я не знаю, как вы живете, как вы просыпаетесь и засыпаете. Тут у человека просто не осталось сил. Вот если в энергетическом плане посмотреть, то вы как скелетик. Да? Вот уже кожи не осталось, мышц не осталось, плоти не осталось. Скелетик высосали, выели, все. Научитесь абстрагироваться, научитесь делать вот такой щит, да, который не пропускает эмоции. Поймите, в жизни все бывает. И бывают самые ужасные вещи. И люди как-то это проживают, и становятся на ноги, и дальше идут. А вы вот всем сердцем умеете переживать. Либо когда вы злитесь, у вас вся энергия вот прям нараспашку идет, и люди этим пользуются. Научитесь делать энергетический щит. Поставьте на себя, либо научитесь себя программировать на то, что вы под защитой, да, и энергия остается при вас, а эмоции ваши под контролем. Это не значит быть сухим и черствым человеком, нет. Это значит быть человеком, который готов ко всему и относиться ко всему философски. Угу. Если кто-то приходит, плачет, значит, человек проходит испытание, либо человек проявил глупость, поэтому такое произошло. Но это же не ваша проблема, нет. Если человек приходит и начинает скандалить, пытаясь вызвать вас на агрессию, сразу понятно, да, что человек либо самоутвердиться пытается, либо пытается помериться с вами силами, либо человек совершенно не умеет общаться, и вместо того, чтобы вот сесть и поговорить, да, аргументированно, человек переходит на ор, на оскорбления, на матерные слова и на все прочее. Надо, это очень важно для вас, особенно в этот период жизни. Важно научиться ставить щит, либо защиту, чтобы эмоции не брали над вами верх, чтобы этот столбец эмоций у вас всегда приблизительно был на одном и том же уровне. Здесь какой-то человек от вас ушел без объяснения. Ну, либо, знаете, так случилось, что вы не могли повлиять, и человек вот куда-то уехал, ушел, как выбыл, да, выбыл за пределы вашей жизни. Так было положено, и так было прописано, и так оно случилось. Дальнейшее взаимодействие с этим человеком могло бы быть для вас очень и очень опасно. И я не хочу говорить, что могло бы быть. Это не очень хороший момент. Пусть у вас об этом человеке будут хорошие, положительные воспоминания, эмоции. Но не нужно этого человека возвращать. И не нужно бороться за то, чтобы этот человек вернулся. Поверьте, так лучше. Так лучше. И вот чтобы вы понимали, да, что и в тихом омуте черти водятся. Возможно, вы что-то не знаете про этого человека, либо что-то не видели в этом человеке. Но этого человека вывели, чтобы этот человек вам не навредил. Все, что мог, этот человек вам дал, все взаимодействия завершены, все какие-то узлы прошли, развязали, прошли, либо наоборот создали с этим человеком, а дальше ваши пути расходятся. Если этот человек вернется в вашу жизнь, может случиться что-то ужасное и непоправимое. Оно вам надо? Нет, не надо. Поэтому поблагодарите, отпустите, и пусть каждый живет свою жизнь.
Так было прописано, так было предначертано. Здесь защита вас и защита этого человека, понимаете? Защита вас, а человека защищают от себя самого, от самой себя. Да? Возможно, вы мужчина, смотрите меня. Очень похоже на какую-то любовную историю, которая ничем хорошим, в принципе, ничем не закончилась. Да? Люди просто расстались, разъехались, не знаю, человека увезли от вас. Либо вас увезли от этого человека. Так тому и быть. Не пытайтесь ничего вернуть и восстановить, иначе будет катастрофа. Вот, не надо вам об этом знать, просто примите и поскорее начните свою жизнь. Дальше. Вот у кого-то есть дети. Ребенок, да, либо один, либо несколько. Если один, то про одного речь идет. Если несколько, то про одного из ваших детей. Ребенок закрылся, ребенку не хватает внимания. Ребенок столкнулся с какими-то своими детскими проблемами, из которых не может найти выход. Вам нужно больше времени проводить с вашими детьми. Вам нужно более как-то доверительно беседовать со своими детьми. Не беседовать с позиции «я старшая», «я мама», либо «я папа», а беседовать больше как по-дружески, да, с дружеским уклоном, ключом. Ребенку нужно ваше внимание. Может быть, и помогать не надо. Просто нужно, чтобы ваш ребенок ощутил, что мама, папа рядом, что они его любят, что они всегда будут на стороне ребенка. И тогда ребенок наберется сил и сам решит свои проблемы. Либо, если это невозможно, то ребенок вам обо всем расскажет, вы вовремя вмешаетесь и исправите положение. Одного ребенка показывают. Если один ребенок, то один ребенок нуждается. Если двое-трое детей, один из этих детей нуждается. Даже если нет детей, но вы работаете, например, с детьми, вы няня, вы воспитатель, вы педагог. Вот один ребенок, видно, внешне даже видно, что ребенок ходит такой понурый, закрытый, уставший, вялый, абсолютно неактивный. Да? Вот этот ребенок нуждается. Дальше, мои хорошие, работа. Тут вы на кого-то работаете, я так понимаю. Какие-то конфликты происходят, вы недовольны тем, что происходит у вас на рабочем месте, на работе с коллегами, либо с начальством. Вы знаете, если вы хотели уважения и признания, то не здесь, не на этом рабочем месте. Вы не найдете, потому что вы окружены как цепями, клешнями, да, какими-то завистью, ревностью и какими-то беспочвенными обидами. Возможно, я могу предположить, что вы такой человек прямой, например, да, вы общаетесь всегда прямо, говорите то, что думаете. Может быть, у вас такой тембр голоса, может быть, вы достаточно резки в высказываниях. Опять же, ничего плохого в этом нет, просто это ваша особенность. Но люди как-то это неправильно воспринимают. И еще я вижу, что кто-то один может накручивать людей против вас, кто особо сильно вас боится, либо с кем у вас было особо много столкновений. Тут даже может отыграться, что начальник может подбивать других коллег, сотрудников на конфликты с вами. Понимаете, чтобы вас выжить, да? Потому что вы угрозу составляете, а может, вы что-то знаете про начальника, может, знаете, что там проворовалось, либо проворовался, замешан в чем-то, замешана, может, это знаете, а может, человек сам себе придумал, что вы знаете. Я, к сожалению, ничего хорошего не вижу на этом рабочем месте, и либо в другой отдел переводиться, если будет такая возможность, либо, в принципе, подыскивать другую себе работу. Вас никто не гонит, да, вас никто не может выгнать. Вы можете в своем темпе, ритме подыскивать себе новое рабочее место. И поверьте, новое рабочее место будет гораздо лучше, чем это прежнее. И также, если ваша организация большая, предприятие большое, возможно, вам следует перевестись просто в другой отдел, в другое подразделение, может, в другой филиал. И поверьте, все у вас наладится. Для тех людей, которые занимаются своим делом, своим бизнесом, у вас какое-то непростое время, когда либо дебет с кредитом не сходятся, да, вроде как работаете много, а денег нет, да, денег просто нет. А у кого-то отыграется, что чахнет ваш бизнес, нет тех клиентов, нет тех покупателей, заказчиков нет.
и прям все очень плачевно выглядит. Ну, тут приятная новость в том, что это просто данность времени, да, ну, такой сезон, например, да, либо покупательская способность упала, и поэтому и денег у вас мало, и клиента мало, да, заказчика мало. То есть время пройдет, и все поменяется. Это время, оно очень сложное, это время испытаний, его просто нужно пережить. И если вы очень чувствительный человек, и вы понимаете, что для вас это максимально болезненно, тогда вы можете, видя, что у вас, да, меньше работы стало, может, какую-то подработку еще себе найти, а может быть, потратить это время на то, чтобы расширить ассортимент, пройти обучение, пройти какие-то мастер-классы, знаете, вот что-то новое, да, новое ввести, когда поднимется спрос. А спрос точно поднимется. Мне вообще идет 2-3. Скорее всего, это 2 или 3 месяц следующего года. Ну, либо через 2-3 месяца, кто будет смотреть мою отсыпку позже. Через 2-3 месяца с момента, когда вы эту отсыпку посмотрели. 2-3 месяца — это достаточно серьезный срок. Хоть и кажется, что немножко, но когда денег не хватает, когда клиент не идет, когда заказов нет, когда товары не продается, это прям давит, это ощутимо давит. Поэтому надо набраться терпения, либо не тратить время даром, подработка, либо какие-то курсы, расширить свою базу знаний. Поверьте, это вам еще пригодится. У вас идет спад, а после спада у вас идет какой-то невероятный взрывной рост. Взрывной прям, да, что вам, возможно, даже потребуется там нанимать персонал, либо искать помощников себе, да, выбирать клиентов, с кем вы будете работать, либо повышать стоимость своих услуг, либо товаров. Ну, потому что все хотят, да. Так что это у вас еще впереди. Через 2, через 3. 2-3 месяц следующего года, либо через 2-3 месяца после просмотра этой отсыпки. Дальше, мои хорошие, судьба вам пишет, что вам не нужно лезть в какие-то отношения. Ну, это, понимаю, чужие отношения. Возможно, это отношения ваших детей. Да? Там взрослая девочка, взрослый мальчик. Возможно, это отношения там, сестры, брата, не знаю, родителей. Да, в личную жизнь своих близких вам не стоит лезть. Также не стоит лезть в личную жизнь там, подруги либо друга. Вы знаете, и без вас справятся. А если вот вы полезете, то вы себе очень много неприятностей наживете. И по итогу даже можете стать стрелочником. Да, все на вас переведут. Ну, вы помогали, вы переживали, сопереживали, вы что-то делали, там, защищали, вкладывались, уговаривали, мосты наводили, мирили. А потом скажут, что вот это из-за тебя у меня жизнь испорчена, либо там, ты что-то не так сделала, вот если бы ты не вмешалась, все было бы хорошо. Это очень неблагодарно. Это вам столько раз может аукнуться, что вы все на свете проклянете, скажете, да как так? Ах, если бы я знала. Вот сейчас вы знаете, не лезьте ни в чьи отношения, не лезьте ни в чью личную жизнь, иначе вам потом предъявят, причем предъявят по-крупному. И предъявят, да, те самые люди, кого вы любите и кому вы хотели помочь. И отношения могут прям катастрофически испортиться, и лучше такого не допускать. Вот. Найдите в себе силы, займитесь собой, своими интересами, там, работой, хобби. Просто отдыхайте, да? А туда не лезьте. Просто не лезьте. Сами справятся, сами определятся, что им делать, что для них хорошо, что для них плохо. Вот и все. Дальше, мои хорошие. Для тех, кого зовут на букву О. Вам тут прямым текстом написано, что ваше богатство, оно в вашем будущем. Возможно, вы мечтаете разбогатеть, возможно, вы мечтаете, ну, такой добротной жизнью пожить, да, когда не нужно там трясти за каждой копейкой, жить в режиме экономии, работать на износ 24/7. Просто хочется пожить, да, вот пожить так, чтобы как не обидно было. Путешествовать, что-то хорошее иметь, красивое, что-то, что недоступно было вам на протяжении жизни. Вот ваше богатство, оно в вашем будущем. Ваше богатство, оно позднее богатство. То есть, ну, с возрастом придет. Это и не хорошо, и не плохо. Почему не хорошо? Ну, потому что, да, вы будете говорить, ох, если бы раньше, там, молодые годы. Ну, немножко будет обидно.
Почему хорошо? Потому что вы уже опытный человек, вы уже мудро распорядитесь теми средствами, которые вам идут по судьбе, а средства очень большие. То есть, тут богатый человек передо мной. Это те, кого зовут на букву О, мужчины и женщины. Даже если вас зовут на другую букву, но у вас есть такое милое, не знаю, короткое имя, либо прозвище на букву О, это тоже вас касается. Хорошие, большие деньги придут, прям капитал у вас. Капитал, причем достаточно серьезный. И вы такой респектабельный, уважаемый человек. Очень много родственников будет крутиться. Даже такие родственники повсплывают, что вы и знать не знали, что эти люди вам родственники. Знаете, там всякие внучатые племянники и прочее, прочее. Это тех, кого зовут на букву О. Если вы мечтаете о каких-то лихих деньгах, горячих деньгах, типа там выигрыш лотерею, это прям вообще не ваша судьба. Совсем не ваша. Не тратьте деньги на лотерейные билеты, да, пускайте их в дело. Да, бывают люди, у которых прям вообще нет такого в судьбе. Скорее всего, вы. Хотя, кто его знает, да, может, у вас рука фартовая. Вот то, что вижу, то и говорю. Я понимаю, что, может, информация не очень приятная для кого-то была, что и ждать нужно, да, своего богатства, и что лотереи не стоит покупать. Но если вы попали на эту цыпку, досмотрели до этого момента, значит, это предсказание для вас. Особенно, если вас зовут на букву О. Дальше, мои хорошие. Кстати, меня тоже зовут на букву О. То есть я тоже попозже разбогатею, да? Посмотрим. Дальше, мои хорошие. Буква Т. Мужчины и женщины, кого зовут на букву Т. Вам такая любовь обещана, такие эмоции, про которые не поют в песнях, которые не снимают в сериалах, да. В книгах не пишут про такие чувства. Вот вам суждено их пережить, и причем ждать уже недолго. Любовь, которая накрывает просто с головой и уносит в целый океан любви. И что интересно, взаимно. Это очень взаимно. Так вас еще не любили, так вы еще сами не любили. Буква Т мне идет, да, имя на букву Т. Опять же, это может быть и короткое имя, и полное имя, и прозвище может быть. Как уменьшительное, ласкательное. Мужчина и женщина одинаково. Над буквой Ю светит большая звезда. Либо человек большой звездой станет, действительно, в прямом смысле слова, да, известным, популярным, знаменитым. Мужчина и женщина одинаково. Либо это какая-то супер мечта исполнится. Самая главная мечта в вашей жизни, она исполнится. И уже вот прямо над головой, над самой макушечкой светит. То есть, вот это случится. Буква С. Дружбу найдет. Дружба настоящая, крепкая, верная, преданная. И еще я вижу, что тот, с кем вы будете дружить, либо та, с кем вы будете дружить, вам служить будет. Скорее всего, не в прямом смысле слова, а в переносном, но вот как во служении у вас человек живет вашими интересами, вашими проблемами и всегда готова жертвовать собой, своими интересами во благо вам. Буква Н. Мужчины и женщины на букву Н. Вам судьба сюрприз готовит. Что-то такое, что заставит вас одновременно и плакать, и смеяться. Я не знаю, что это. Это закрыто от меня. Прям ширмой закрыли. Но это сюрприз, которого стоит дождаться. Буква А и буква Л. Потому что не совсем понятно, то ли А, то ли Л. Мужчины и женщины. У вас я вижу крышу и вижу листок клевера. Это хорошие знаки. Самые лучшие. Крыша — это, во-первых, и защита. А во-вторых, это крыша над своей головой, да? Собственное жилье. А клевер — это знак удачи, везения. Вот прям повсеместно с вами будет этот клевер. Вы всегда в правой руке будете носить. Это может быть даже какой-то талисман, который будет приносить вам всегда удачу. Прям сами себя будете называть фартовыми. Да и люди вокруг вас так будут называть. И крыша, да, защита, и у кого-то собственное жилье. Прям над вами.
Дальше. Кто родился в знаке Близнецы? Вам большая тайна откроется. Тайна, вы как хранитель тайны получаетесь. Благодаря этой информации вы возвыситесь. Возвыситесь так, как никто другой не смог. В вашей семье, в вашем окружении. Информация, да, кто владеет информацией, тот владеет миром. Это именно для тех, кто родился под знаком Близнецы. Дальше, мои хорошие, вот я вижу, что ваши кости перемывают, перебирают, перемывают, перекладывают. Вы как-то очень болезненно к этому относитесь. Скорее всего, какие-то разговоры ходят о вас, либо сплетни, либо для вас очень важно, что думают о вас другие люди. Вам судьба так и говорит, что сплетни — это же ведь такой вид рекламы. Сплетники на самом деле вас пропагандируют, рекламируют. И чем больше эти сплетни распространяются, тем больше людей о вас узнают. И еще показано, что будет такой момент, когда вы этим сможете воспользоваться. То есть вам будет выгодно, да, что о вас очень много людей и слышали, и знают, и о вас говорят. Вот как это проиграется в жизни, лично я не представляю, но показано, что с правой стороны для вас это будет очень выгодно. Сейчас вы хотите просто придушить этих сплетников, да, закрыть им рты, но когда этот момент придет, вы будете готовы, там, не знаю, пожимать им руки, обнимать, целовать их крепко в десны, да, прям к себе прижимать. Вот насколько они помогут вам в вашем, не знаю, продвижении, наверное, в каком-то. Так что все еще, знаете, обернется для вас таким огромным плюсом, таким позитивом. Счастью своему не поверите. Дальше женщина с мужчиной как на цепи сидит, а мужчину просто переворачиваете на себя. Скорее всего, вы с какой-то женщиной как на цепи сидите. Нет возможности освободиться. Вы знаете, сейчас возможностей нет. Но я вижу момент, когда вам кто-то протянет руку. И если вы за эту руку схватите, вы освободитесь. Просто вот слетите с этой цепи и сразу впорхнете в новую жизнь. А вот этот грозный, либо противный муж, либо неадекватная жена вот на том месте, в том же болоте и останется. И никуда из этого болота уже не выберется. А вы, как птичка, порхнете в новую жизнь. Это вот четко показали. Может быть, знакомство в интернете, может быть, какие-то службы, фонды, волонтеры, новая любовь, да что угодно может отыграться. Вам ждать уже недолго, прям недолго, все решится за полгода, да, все случится за полгода. Поэтому не провоцируйте негативных событий, просто дождитесь. И еще я вижу, что кому-то из вас удастся отбелить то, что было выпачкано. Опять же, да, может какая-то дурная слава, может быть, прошлое, да, о котором вы сожалеете. Это ваше личное, да, я не буду об этом говорить много, но я вижу, что вы этого добьетесь. Если вас незаконно осудили, оговорили, либо подставили, то вы добьетесь того, чтобы признание пришло, что вы ни в чем не виноваты, что это все было незаконно, и чтобы виновные лица понесли свое наказание. Может быть, это даже не про вас, но как предсказание для вашего любимого человека, за кого у вас сердце и душа болит. Вот именно такое показано. Мои милые, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Берегите себя. Всем спасибо. Всем пока-пока.